Хороший матч провела моя команда. Добила заслуженные победы. Не дали Бресту ничего сделать у своих ворот. И, в принципе, весь ход игры контролировали, поэтому я доволен результатом и содержанием игры. Может, первые 5 минут немножко мы не разобрались, а так в целом я всем доволен, что происходило сегодня на поле. Спасибо, Игорь Николаевич. Господа журналисты, ваши вопросы задавайте, представляйтесь. Прошу вас. Прошу вас. Добрый перевод. Брестской газеты. Игорь Николаевич, скажите, вы персональную статистику ведете? Насколько ваша команда успешно играет против именно брестского команды уроженец города, которого вы являетесь? Или так? Я уроженец деревни Первомайска, не Брест. И все. Нет, не веду. Ничем не надо. Вы очень успешны. Да, спасибо, если вы ведете. Еще вопросы, господа журналисты? Пожалуйста, Василий. Игорь Николаевич, вы достаточно, скажем так, в себе держали такое впечатление эмоций. То есть, если Журавель работал на бровке, скажем так, постоянно с командой контачил, то вы такое впечатление, что держали в себе и ходили просто как тигр в клетке. Вот это говорит о том, что вы были довольны тем, что происходит на поле, этого контакта не надо было какого-то такого голосового, либо это обычное вот поведение ваше с этой командой? Ну, если правильно сказать, в принципе, задача тренера добиться того, чтобы тренер мало что определяет на бровке. Наверное, не определяет, конечно, и меня, как и игроков, эмоции, но все, наверное, определяет личности футболисты, которые играют. Меня их, в общем-то, достаточно, чтобы они знали, что делать. Поэтому я, в общем-то, держал в себе. Спасибо. Еще будут вопросы? Будут. Так, прошу вас. Игорь Николаевич, продолжится ли ваше сотрудничество с Советским после паузы? Точно вопрос не ко мне. Мне бы хотелось, чтобы оно продолжилось. Как получится у Советского? Советского, он вообще очень молодец. Он находился под сумасшедшим прессингом, критиков, не критиков, доброжелателей, недоброжелателей. Но это сейчас, это точно могу с уверенностью сказать, самый сильный игрок белорусского чемпионата. Он выдержал все, наверное, как мужчина, выдержал все, в общем-то, вещи, которые многие в его адрес были совершенно несправедливые и необоснованные. Я всегда говорил, у нас такая есть болезнь жаба, кого-то все время душит жаба, что Савицкий хорошо играет. Савицкий может играть еще лучше, поэтому Савицкого ждет, я в этом уверен, большое будущее. Если его пригласит какой-то клуб, я буду только этому рад. Спасибо. И я так понял, все, тогда позвольте. Нет, не все, извините. Игорь Николаевич, у вас Василюк, я так понимаю, что у вас была ставка на него, когда вы пришли в команду, но оно как-то не срослось. Как вы думаете, если бы он остался и вы нашли общий язык, он бы играл сильнее, чем сейчас вот то, что вы видели сегодня на поле? Ну, я, наверное, больше смотрел на своей команде, за своей командой, но то, что Рома большой мастер, несмотря на его годы и то, что он продлил, Василюк – это штучный товар для белорусского чемпионата. Что касается моего прихода в Гродно, то я не был инициатором приглашения Василюка, его пригласили до меня. И я не был инициатором, чтобы Василюк ушел из команды. Рома ушел из команды, потому что ему предложила Брест, предложил ему обратно вернуться. Я выбрал тех людей, которые мне не нужны были, кроме Василюка. К Василюку это не относится. У нас было джентльменское соглашение, что он просто уходит в Брест и делает какие-то препятствия. В общем-то, человек, который много достиг в белорусском футболе, наверное, нет смысла. На дерби проиграли, поэтому надо быть мужественным, поздравить соперника с победой. К сожалению, Игорь Николаевич не увидел. Извиниться перед болельщиками. Это не пустые слова. Лихорадит нас по чемпионату.
сегодня, в частности, если говорить о сегодняшней игре, она сразу пошла несколько не по нашему сценарию. Если обобщить, то, в принципе, все 3 замены мы сделали вынуждены по требованию ребят. Поэтому в конце и совсем другой план был. Но, тем не менее, те голы, которые мы даем соперникам, они с удовольствием эти подарки принимают. Нам больших трудов стоит забить. Мы понимаем, что над чем нам надо работать, куда нам надо двигаться. Спасибо. Господа журналисты, мяч на вашей половине. Задавайте вопросы. Прошу, Андрей. Владимир Иванович, команда была в курсе, что Брест-Гродно — это дерби? Да, я вначале сказал. И буквально в раздевалке за 5 минут до выхода мы напомнили. Еще вопросы? Пожалуйста, Василий. Владимир Иванович, очень необычный сегодня состав был. Лидеры или на скамейке, ну, может быть, не лидеры, но постоянно основные игроки. Или на скамейке, или вообще их нет в запасе. С чем эта ротация такая связана? Буду откровенен, я был инвентарем игрой Жодина, группа ребят. У нас Дакаль поднялся после травмы. В принципе, его первый полноценный матч, скажем так, не полноценный, а в основном составе. Он вышел, выдержал, сколько выдержал. Ребята должны понимать, что есть ответственность. Ни в коем случае на их плечи не перекладываю, но мы делаем одно большое дело, общее дело. Поэтому состав большой. И сегодня по сравнению с торпедой Жодинова у нас вышло, с торпедой Беласа вышло 3 новых футболиста, в том числе и Варвосик, который, я должен признать, был один из лучших. Еще вопросы? Пожалуйста, Андрей. Владимир Иванович, когда получил травму Сучуку, понятно, что форс-мажор, пришлось делать выбор где-то оперативно. Можете пояснить, почему выбрали фамилию? У нас остался номинально опорный один на поле, Букатки. Поэтому мы его сдвинули в центр, а на фланг выпустили. Вспоминая прошлогодний опыт фамилии, где Сергей Петрович его использовал. Все-таки надеялись и рисовали себе картину радужную. Получилось не совсем то, что мы хотели. Во втором тайме, дело в том, что Сиськов вчера еще сыграл после травмы за дубль больше тайма. Поэтому других вариантов не было. Во втором тайме мы перешли на 4 ронда. Насколько это получилось, максимальная перестановка, которую мы могли сделать с учетом того, что поменяли по центральной оси центрального защитника и полузащитника. Плюс Дакаль попросил замену. Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста, Василий. Владимир Иванович, вы сказали, что план на игру был совсем другой по заменам. Вот если бы все пошло хорошо, какой был план по заменам все-таки? Вот глядя на тех людей, которые были в запасе, такое впечатление, что те же люди и вышли бы, может быть, вместо других. Или был другой план совершенно? Первое, на что мы обратили внимание перед игрой, то, что все-таки Рома Василюк, мы были не уверены, что выдержит 90 минут. Игра показала, что темп несколько спадал у него, не умаляя его достоинства. В том числе, повторяюсь, Дакаль у нас первую игру после долгого реабилитации. Это тоже очевидные вещи. Опыт показывает, что хорошо, если это час. Отсюда мы, ну а дальше было несколько вариантов, зависит от того, как складывалась бы игра, как она проходила. То есть у нас было и Ситько, у нас был тот же Фамие на центр форварда. Закончили Григорову. Скажу честно, такого плана не было. А Этунди и Кириленко, они сидят в запасе авансом или они реальное усиление на сегодняшний день? Они сидят в запасе. Этунди вчера хорошо выглядел. Кириленко адаптируем к составу. Я не хочу на эту тему много говорить, поверьте, здесь никакого подтекста нет.
все по делу. Если они сидят, значит другие не заслужили. Еще вопросы? Даже с точки зрения педагогических методов для тех, кто не сидит. Пожалуйста. Илья Иванович, извините, может, некорректный вопрос. Задержка не связана с серьезным разговором? Разговоры всегда серьезные после игр. Независимо, выиграл ты, проиграл. Сейчас был обмен оперативной информацией.